В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. С наступлением зимы вопросы энергоснабжения выходят на первый план. В последнее время руководством республики и предприятия «Черноморэнерго» делается немало для улучшения ситуации в энергосистеме страны. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем в студии немного позже. А сейчас я напомню об основных событиях этой недели. 5 декабря президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Ачимчирский и Тхуарчальский районы. Глава государства проинспектировал строительство детского сада в Ачимчире, больницы Тхуарчали и дороги в селе Бедия. Строительство объектов идет за счет российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Старое здание детского сада в Ачимчире было демонтировано. Сейчас здесь завершены все монолитные работы, установлены стеклопакеты, уложена кровля. Подведены водопровод, канализация и электричество. Детский сад рассчитан на 100 мест. Сметная стоимость объекта с оборудованием и мебелью – 129 миллионов рублей. На данный момент освоено порядка 80 миллионов. Сдача объекта планируется в конце первого полугодия 2019 года. На строительство дороги в селе Бедия Тхуарчальского района из инвестпрограммы было выделено 60 миллионов рублей. Общая протяженность всей дороги – 11,5 километров. 6 из них уже заасфальтированы. Закончить строительство должны были в конце текущего года. Однако прежде чем приступить к асфальтированию оставшегося участка дороги, нужно заново построить 4 моста, которые находятся в аварийном состоянии. Средства на это были выделены из республиканского бюджета. Глава государства также проинспектировал ход работ по восстановлению Тхуарчальской центральной больницы. Рауль Хаджимба высоко оценил темпы и качество проводимых работ. Кроме того, как отметил президент, в ближайшее время также будет завершено строительство Тхуарчальского рынка. Темпы достаточно хорошие. Главное, чтобы вот все те объемы финансирования, которые мы предполагаем, были бы получены. И, несомненно, все работы будут завершены в соответствии с теми сроками, которые мы наметили. В первую очередь, дорога, которая связывает Тхуарчал с селами Бедия и другими селами района. Это важная дорога. Люди должны попасть сюда, в город, выехать. Вопросы и обеспечения транспортом, и вопросы лечения, и вывоза людей в случае необходимости. Я думаю, что это создаст определенные возможности для того, чтобы город совершенно по-другому выглядел. Рынок, о котором мы много говорили, и те оставшиеся средства, необходимые для того, чтобы рынок был завершен, он будет тоже закончен, этот объем работ. 6 декабря на очередном заседании сессии Народного собрания депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой и межправительственное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, депутаты взяли в производство проект республиканского бюджета на 2019 год и приняли в первом чтении бюджеты 6 внебюджетных фондов. Активное обсуждение вызвал проект закона о республиканском бюджете на 2019 год. Общий объем доходов республиканского бюджета составил около 7,5 миллиардов рублей, в том числе финансовая помощь России в сумме почти 3 миллиарда рублей. После обсуждения проект закона о республиканском бюджете на 2019 год был принят в первом чтении большинством голосов. 6 декабря состоялся брифинг министра здравоохранения Тамаза Цахнаки. Он подробно рассказал о порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в медицинских организациях России. Соглашение, подписанное 3 декабря в Москве, позволит нашим гражданам бесплатно получить специализированную медицинскую помощь, как подчеркнул министр, в различных клиниках России. По словам Тамаза Цахнаки, в рамках поездки в Москву обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества с руководством Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день в нашей стране застраховано порядка 42 тысяч человек. Процесс приема документов для оформления полиса ОМС продолжается. По словам министра, обсуждался и процесс реализации межгосударственного соглашения с Россией в области обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Как сказал Тамаз Цахнаки, готовится межведомственное соглашение о начале строительства в Абхазии в 2019 году медицинского центра неотложной помощи. Министр также рассказал и о целевых программах, которые были утверждены на заседании Кабинета министров 30 ноября. Таких программ 9. В Ачимчирской центральной районной больнице после ремонта открыт противотуберкулезный амбулаторный пункт. Ремонт помещения, приобретение необходимого оборудования и мебели осуществлены в рамках проекта «Горизонты», реализуемого программой развития ООН в партнерстве с общественной организацией «Амра-2014».
В пункте созданы все условия для амбулаторного лечения пациентов, болеющих различными видами туберкулеза. В настоящее время во всех районах Абхазии работают 8 противотуберкулезных амбулаторных пунктов. ПРООН также планирует до конца декабря завершить ремонт и оснащение противотуберкулезного пункта в Гудауте. 4 декабря президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение в целях решения вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на полигоне в Сухуме. Администрации города Сухум поручено в 2-недельный срок осуществить устройство дополнительного котлована для утилизации твердых бытовых отходов, устройство площадки для сброса твердых бытовых отходов и обеспечить подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него. Администрации Кулыжипского района поручено в установленном законодательством порядке выделить земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов. Контроль за исполнением распоряжения возложен на премьер-министра. Курсантам, успешно окончившим процесс обучения в учебном центре МВД Республики Абхазия, присвоены первичные специальные звания среднего начальствующего состава – младший лейтенант и лейтенант милиции. В торжественной обстановке первые офицерские погоны молодым коллегам вручил министр внутренних дел Абхазии Гари Аршба. После окончания учебного центра МВД молодые офицеры будут распределены для дальнейшего несения службы в городские управления и районные отделы внутренних дел республики. На этой неделе произошло еще одно важное событие. В Абхазском институте гуманитарных исследований Академии наук Республики прошла презентация книги «Абхазия. Депортация абхазов» доктора исторических наук академика Теймураза Ачукба. Книга описывает события XIX века в Кавказском регионе, который в то время находился в эпицентре межрегиональных и глобальных политических процессов. Саид Джарсалья продолжит тему. В книге «Абхазия. Депортация абхазов» Теймураз Ачукба развернуто изложил причины, условия и результаты массовой депортации абхазов в XIX веке, ставшей гуманитарной катастрофой в многовековой истории абхазов, древнейшего народа Кавказа. Научная тематика, связанная с депортацией абхазов и других народов Кавказа в XIX столетии, не нова. Ею интересовались многие авторы, как при царизме, так и в советскую эпоху и постсоветский период. Она и в будущем не утратит свою актуальность из-за масштабности и трагичности происходящих тогда событий. Интерес к данной проблеме не утихает еще и по той причине, что появляются публикации, которые, мягко говоря, искажают происходящие в XIX веке события для накопления политических дивидендов. Нерешенной по сегодняшний день остается проблема возвращения потомков и изгнанников из Кавказа на историческую родину. В своем труде Теймураз Ачукба опирался на различные источники – архивные данные, материалы периодической печати, полевые этнографические материалы, исследования и наблюдения ученых, публицистов, путешественников, военных и гражданских чиновников. В книге использованы неоценимые труды известных абхазских и зарубежных ученых. Также автор отметил, что в своей работе он отказался от слова «махаджирство», которое в переводе с арабского языка переводится как «добровольный уход». Исходя из этого, автор применил слово «депортация», чтобы избавить читателя от лингвистической неурядицы и политического оттенка. Книга описывает события XIX века в Кавказском регионе, который в то время находился в эпицентре межрегиональных и глобальных политических событий, постоянно переживающего сложнейшие военно-политические, миграционные и этнокультурные процессы, оказывающие и по сей день существенное воздействие на перспективу развития его коренных народов. Как отмечали ученые, книга полномасштабно описывает ситуацию, сложившуюся на Кавказе, в частности в Абхазии в XIX столетии, и является серьезным источником. Вынесенная сегодня на презентацию книга нашего коллеги и друга Теймура Ачукба «Абхазия. Депортация абхазов», как и предыдущие его труды, относятся к серии первых. Более того, выход ее в свет продиктован самим временем, когда идет усиленное наступление квазинаучных работ на науку, искажающих или даже вовсе отрицающих отдельные страницы истории абхазского народа. В работе использованы материалы из российской периодической печати. Авторы публикаций в большинстве своем являлись непосредственными свидетелями и участниками происходивших в то время исторических событий, тем самым повышается степень их достоверности. Теймураз Ачукба – автор более 80 опубликованных научных трудов, в том числе и 20 книг.
Книга «Абхазия. Депортация абхазов» рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой абхазского народа. Саид Джарсаля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Важным культурным событием недели стала выставка абхазских художников на премию «Лучший художник года». Лучшим художником года был признан Батал Джапуа, и, соответственно, лучшая его работа и серия его работ «Апсыкцара». Были также названы 3 лучшие работы уходящего года. Алика Трапш побывала на выставке и пообщалась с победителями и участниками ежегодной премии. Вот уже более 15 лет, как Министерство культуры Абхазии совместно с Союзом художников республики проводит выставку абхазских художников на премию «Лучший художник года». Главная цель мероприятия – выявление лучших работ молодых художников и признанных мастеров для дальнейшего приобретения их Государственной национальной картинной галереей, как часть современной истории искусства Абхазии. На выставке мастера изобразительного искусства представили свои работы в разных жанрах. Это живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Профессиональное жюри должно отобрать 3 лучшие работы уходящего года. Цель самого конкурса – это поддержка изобразительного искусства, потому что художники, работы их хранятся в картинной галерее, но чаще всего они создают свои работы, рассчитанные на суд зрителя, на его реакцию. На протяжении всех этих лет более, наверное, 30-40 работ, они выбраны как лучшие. Если бы у нас была бы галерея, то мы могли бы отдельный зал отвести работам, которые были лучшие в разные годы. Ну, на наш взгляд, ничего более объективно не может дать представление о современном искусстве. Всего в конкурсной выставке приняли участие 30 мастеров изобразительного искусства. Их работы должны были быть написаны именно в 2018 году. Некоторые художники представили жюри сразу несколько картин. В итоге звание «Лучший художник года» и, соответственно, лучшая работа 2018 года у Батала Джапуа за серию работ «Апсыкцара». Эта серия работ из 8 работ посвящена обрядам и мифологии абхазов. Сперва пытался в цвете это, понял, что цвет сюда не подходит, нужна какая-то архаика, какое-то чувство времени. А графика, она всегда передает чувство времени. Ну и вот я в графическом ключе это все решил. Вторая премия у Адгура Ампар за работу Тамила. А 3-ю премию конкурса жюри присудила Диане Хинтба за серию картин «Меня зовут Красный». Стимулом для созидания какой-то композиции, какой-то картины являются люди, да, которые становятся мне симпатичны. Это как бы одна картина из 2 частей. Тамила и злой разбойник Роберта Кампена. Вот он изображен здесь, слегка видоизменен. Это такой средневековый художник Северной Европы. Вот, и его как бы сюжет здесь тоже изображен на одной из картин, да, на другой картине уже вот как бы так главенствует вот нами всеми уважаемая Тамила Соломка. Очень ответственно, конечно, сегодня быть в числе, вот в тройке, то есть со своими учителями, то есть с такими профессиональными художниками. Это очень ценно и вдвойне ответственно. Серия работ к роману Орхана Памук «Меня зовут Красный». Это фактически мои впечатления от романа, выполнены в акварели смешанной техники. Постаралась передать свои какие-то чувства, ощущения, цветовую гамму. Кроме того, на выставке мастера изобразительного искусства Астанда Адлиба и Апща Хагба были отмечены специальными дипломами. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Вопросы энергоснабжения в зимний период обсудили на встрече 4 декабря президент Рауль Хаджимба и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария. В первую очередь Рауля Хаджимба интересовало, какие работы для улучшения состояния энергосистемы были проведены ведомством в последнее время. Изменилась ли ситуация с энергетическими мощностями? Президент также коснулся вопроса платежной дисциплины в сфере потребления электроэнергии. Рауль Хаджимба и Аслан Басария также обсудили ситуацию на плотине Ингургэс. Подробнее о встрече и об основных проблемах и достижениях в отечественной энергетике в репортаже Ирины Аршба.
Энергетика – главная составляющая отрасль любой страны, без стабильного функционирования и развития которой невозможно развитие экономики. Еще в 2015 году в российскую инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Абхазии были включены средства на развитие энергосистемы. Общая сумма инвестиций на весь период программы составила порядка 730 миллионов рублей. За последние 3 года заменено силовое оборудование на 7 подстанциях Гагарского района и полностью реконструировано подстанция Гагра-1. Объект был сдан в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в 5 районах Абхазии отремонтированы распределительные сети. За счет российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы было приобретено спецтехники на сумму более 25 миллионов рублей. До конца года будет поставлена еще одна партия техники, а именно манипулятор и УАЗ-фермер. В рамках инвестпрограммы была создана автоматизированная система диспетчерского управления. Теперь у энергетиков появилась возможность в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на всех подстанциях страны, и быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Круглосуточно на диспетчерском пункте специалисты ведут контроль электрической нагрузки. В случае аварийных ситуаций на новом цифровом диспетчерском щите автоматически высвечивается место аварии и защита, от которой отсоединилась линия. Видно на каждом присоединении, в частности по воздушным линиям, и нагрузку, напряжение, токи, полную мощность, активную, реактивную мощности, плюс еще косинус фи. Это своего рода как бы шпаргалка для диспетчера, он уже видит все. По этим данным он может уменьшить или поднять, если надо где-то увеличить напряжение. Если перегруз идет, он может уменьшить, создать схему такую, чтобы разгрузить ту или иную подстанцию. Энергетики Абхазии стараются и собственными силами поддерживать энергосистему страны. В 2018 году было заменено силовое оборудование на 5 подстанциях, отремонтировано 18 высоковольтных трансформаторов и 137 трансформаторов более низкого напряжения. За 10 месяцев текущего года построено порядка 100 километров новых линий электропередачи, установлено 14 комплектных трансформаторных подстанций и 14 новых трансформаторов. Заменена большая часть цепной арматуры на магистральных линиях, это изоляторы и часть проводов. Приведена в порядок часть опор высоковольтных линий. Несмотря на все это, энергосистема страны находится в тяжелой ситуации. Основная часть доходов, более 50%, поступает в РУП Черноморэнерго от реализации электроэнергии. Доходы от выполненных работ составляют 33%, и только 12% ведомство получает из бюджета. Собираемость за потребленную электроэнергию все еще оставляет желать лучшего. Эта проблема остается ключевой на протяжении всех послевоенных лет, но в последнее время наметился рост собираемости. Правда, по некоторым районам произошло падение и зачастую по более благополучным, таким как город Сухум, Гагарский и Гудаутский. Качество электроэнергии – это отдельная проблема. Граждане Абхазии не понаслышке знают, как зимой уменьшается напряжение в сети. Связано это с тем, что потребляемые мощности не соответствуют техническим возможностям линий электропередачи, и поэтому провода не выдерживают нагрузок. Кроме того, в последнее время в республике появились криптофермы, деятельность которых требует больших энергетических затрат. Их функционирование ухудшает и без того сложную в этом вопросе ситуацию. Об этом, в частности, шла речь на недавней встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с руководителем Черноморэнерго Асланом Басария. Как было отмечено на встрече, сейчас ведется работа над нормативным документом, который будет регулировать данную сферу и даст возможность в первую очередь доставить электроэнергию обычному потребителю. Тема незаконного потребления электроэнергии, она будет на следующем совещании, на котором будут ставятся вопросы и о выработке соответствующей нормативной базы, которая позволила бы уйти от этой достаточно неприятной для нас на сегодняшний день ситуации. Я просил бы установить жесткий контроль. Там, где нет производства, но при этом эти структуры продолжают получать то количество электроэнергии, которое далеко несопоставимо с тем, что они делают. Одним из приоритетных направлений руководства Черноморэнерго является открытость и прозрачность деятельности организации. Чтобы потребители имели возможность получить всю необходимую информацию, функционирует сайт ведомства. Кроме того, в 2017 году были изданы красочные каталоги с полной информацией обо всей работе, проводимой Черноморэнерго, а также с отчетом о затраченных финансовых средствах.
у нас на сайте РУП Черноморэнерго выкладывается и финансовая, и техническая информация о деятельности РУП Черноморэнерго за каждый отчетный год. Руководство РУП Черноморэнерго одной из задач ставит публичное освещение и широкое освещение своей деятельности. Прошлого года у нас помимо онлайн-версии появился журнал о том, как и какие виды работ проводились, определенная финансовая отчетность. А в этом году по прошествии 2 инвестпрограмм, по прошествию всех выполненных работ был издан каталог, в котором указаны суммы на каждый объект, указаны укрупненный перечень выполненных работ по каждому объекту. Такой каталог организация планирует выпускать ежегодно, и значит, у всех граждан Абхазии есть возможность получить полную информацию о деятельности Черноморэнерго. Ирина Аршба, Эльдар Дамиров для событий недели. Насколько стабильным будет энергообеспечение в республике этой зимой? Каковы причины энергосбоев? Как граждане смогут поддержать отрасль и чем помогает энергетике государства? Мы обсудим с нашим гостем в студии, генеральным директором РУП Черноморэнерго Асланом Басарием. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Приветствую вас. Аслан Георгиевич, 4 декабря вы встречались с главой государства, с президентом Раулем Хаджимба и обсудили ряд вопросов, которые касаются энергосистемы нашей страны. В частности, вы предложили вниманию президента каталог с отчетом об инвестпрограмме. Вот хотелось бы немножко подробнее поговорить об инвестпрограмме. Есть ли сейчас проекты, которые ведутся по этой программе? Если да, то какие проекты воплощаются сейчас? Действительно, мы сформировали некий каталог, который собирает те мероприятия, которые были отражены в инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. С 2016 года началась эта реализация, и фактически в 2018 году, то есть в текущем году, именно эта инвестпрограмма с теми мероприятиями, которые отражены в этом каталоге, она завершается. На сегодняшний момент из того, что сделано, я перечислю, речь идет о 8 подстанциях 110-220 киловольт, то есть 7 у нас подстанций прошли по мероприятию капитальный ремонт, то есть это была замена оборудования. Одна подстанция Гагра-1, фактически мы ее построили заново на старом месте, и относительно недавно было открытие, вы это тоже наблюдали. И очень много работ в районных, в распределительных сетях, то есть это строительство линий, установка дополнительных трансформаторов, фактически в большей части районов Республики Абхазия. Параллельно с этим там есть мероприятие, называется телемеханизация и значит, сигнализация. О чем идет речь? Речь идет об оснащении нашего диспетчерского пункта программным обеспечением и большим экраном 2 на 6 метров, который, по сути, в системе онлайн показывает не все, конечно, не все объекты мы не смогли включить в инвестпрограмму в силу дороговизны, но тем не менее основную часть ключевых объектов, то есть это подстанции, с которых мы получаем сигналы от каждого оборудования. То есть какое оборудование, каким образом себя ведет, включено оно или не включено, и все технические характеристики и параметры. И еще один некий раздел в инвестиционной программе – это приобретение специальной техники для нужд РУП Черноморэнерго. Все мероприятия реализованы, кроме 2, скажем так, мероприятий. Это доставки специальной техники и одного автомобиля УАЗ. Это 2 единицы, которые уже на сегодняшний день в пути, и мы совершенно спокойно завершаем в срок до 31 декабря данное мероприятие. Вы сказали о том, что введена была этим летом в эксплуатацию Гагра-1. Вот каковы результаты вот такого новшества? Если мы говорим о подстанционном оборудовании, у нас результат по Гагре-1 очень хороший. Предварительная мощность этой подстанции была 20 мегаватт, то есть все абоненты, которые питались с этой подстанции, они не могли бы выбрать мощности более чем 20 мегаватт. На сегодняшний день эта подстанция 50 мегаватт, то есть мы нарастили мощность в 30 мегаватт.
Ну, кроме этого, это совершенно новая современная подстанция с прекрасным оборудованием, которая фактически оснащена не просто стандартным оборудованием, но и новые технологии там применены. Естественно, это очень серьезный результат. Очень серьезный результат. Ну, скажем так, мы можем гордиться тем, что за 25 лет такого уровня подстанция впервые построена на территории Абхазии. А что бы вы могли рассказать о собственных проектах, которые осуществляются на средства госпредприятия и государства? Что касается 10 месяцев этого года, я укрупненные показатели вам могу озвучить по передающим сетям. Кроме текущих ремонтов, кроме профилактических работ, которые ежегодно отражаются в определенной документации, по ним проводится работа по каждому из этих объектов, порядка 18 силовых трансформаторов класса напряжения 35, 110, 220 киловольт были отремонтированы. Значит, порядка 400 изоляторов, то есть это в народе гирляндами их называют, на высоковольтных сетях, были заменены на наших магистральных линиях. Естественно, достаточно небольшое количество магистрального провода тоже было заменено. У нас основная часть в этом отношении, она была проведена в предыдущем году. И, к сожалению, для того, чтобы заменять этот провод, нам нужно производить обесточивание достаточно значительной части нашей Абхазии. И, к сожалению, нам приходится отключение делать обычно либо ночью, либо значит, ранним утром. Это обычно бывает с 6 утра до 8 утра, предположим, для того, чтобы быстренько провести определенные работы и, опять же, приступать к ним через несколько дней. Опять же, это все связано с обесточиванием. И, конечно, мы проводим расчистку этих трасс и магистральных линий. Параллельно с этим мы меняем оборудование частично на этих подстанциях. Что касается распределительных сетей, так укрупненно, опять же, за 10 месяцев порядка 100 километров проводов были подвешены, порядка 1000 опор были установлены, 14 трансформаторов новых было установлено, 14 трансформаторных подстанций было установлено. И, собственно говоря, проведены работы тоже по расчистке. Общее количество расчистки трасс составляет порядка 500 километров именно в этом году. Вот так в общих чертах я попытался вам рассказать, но это все в более развернутом виде вы увидите по окончании 2018 года в нашей открытой отчетности. Как обеспечивается финансово все вот эти работы, о которых вы сейчас рассказали? Очень актуальный вопрос. Основной, значит, удельный вес тех денежных средств, которыми мы можем пользоваться для проведения этих работ, это, конечно же, собираемость за электроэнергию. Это основная наша статья дохода. Бесспорно, есть, конечно, и помощь государства, те субсидии, которые предоставляются, но, к сожалению, у государства тоже не всегда есть возможности для того, чтобы субсидировать достаточное количество денежных средств для того, чтобы мы проводили такие работы. И, конечно же, инвестиционная программа. С 2016 года по сегодняшний день достаточно большой объем был реализован в рамках инвестпрограммы. В суммах речь идет о более чем 700 миллионах рублей. Но при этом тот объем, который реализован, он очень большой для такой суммы. И, естественно, этого тоже недостаточно, потому что мы все понимаем, что тариф за электроэнергию, он экономически не обоснован, он достаточно низкий, и, к сожалению, большому даже платить этот тариф не все как бы умудряются, да, скажем так. О собираемости неоднократно говорили и мы в наших репортажах, и вы в своих обращениях. Скажите, пожалуйста, вот какова динамика? Что-то поменялось? Всегда есть гражданская активная часть населения, которая платит всегда. Иногда у кого-то возникает вопрос, а зачем платить, если это уходит непонятно куда? Для чего мы отражаем это все в отчетностях? Для чего мы показываем и, значит, издаем каталоги? Для того, чтобы в том числе в первую очередь наши граждане понимали, что работа идет. И эта работа стоит денежных средств. Электроэнергия – это как воздух. Мы замечаем, что этой электроэнергии нет только тогда, когда у нас какие-то отключения. Что касается динамики, у нас, конечно, рост
ежегодный рост у нас собираемости. Я о цифрах скажу чуть-чуть позже, но этого все равно недостаточно. Недостаточно в связи с тем, что все высчитывается. У нас лежат программы долгосрочного развития в энергосистеме, реализованные. Вот в 2015 году у нас программа лежит в 12 томах. У нас есть другая программа в рамках распределительных сетей. Все у нас посчитано. Если это переложить на тарифы, это достаточно неподъемный тариф получается. Что касается собираемости, предположим, за 2018 год, по показаниям за 10 месяцев по сравнению с предыдущим годом у нас рост почти на 8%. Это мы говорим, когда рост, мы имеем в виду и физических людей, да, физические лица, и коммерческие организации различные. Но, конечно, внутри, если смотреть в раскладке, у нас очень интересная картинка получается. По юридическим лицам у нас бесспорный рост. Общее количество собираемости в процентном соотношении 86% собираемости с юридических лиц и порядка 57% с физических лиц. Но, опять же, ситуация следующее. Если смотреть в раскладке по районам, получается, что депрессивные районы у нас платят в процентном соотношении лучше, нежели районы, которые более благополучны, скажем так. Вот, предположим, город Сухум, Гагарский район и Гудаутский район нас не устраивают показатели по собираемости с физических лиц. Вот и такой интересный нонсенс. Да? Там, где условно денег немножечко поменьше, люди более добросовестно как-то подходят к решению этой задачи. Ну, несмотря на то, что если собираемость или нет, устраивает вас это или нет, но потребители думают о том, какова будет нынешняя зима в плане энергообеспечения. Вот могли бы вы сказать, насколько стабильным будет энергообеспечение этой зимой? Какие-то прогнозы есть ли у вас на этот счет? Вы знаете, когда мы говорим о стабильности, мы обязательно должны учитывать все то, о чем мы говорили до с вами. То есть, опять же, если бы у нас с собираемостью была бы ситуация немножечко лучше, то, конечно, мы бы более уверенно говорили бы о том, что проведены работы в большем объеме. А вы знаете, есть еще такое интересное выражение: если не хочешь платить своей армии, будешь платить в конечном итоге чужой. Чужая армия обходится в разы дороже. Соответственно, я в очередной раз обращаюсь к нашему населению все-таки поддержать энергоотрасль, потому что энергоотрасль — это не тех людей, которые там работают, она принадлежит всем нам. И для того, чтобы мы более стабильно подавали электроэнергию, нужно все-таки свой гражданский долг нести в этом отношении тоже. Что касается зимы. Бесспорно, каждый зимний период для нас это пиковые нагрузки, это достаточно сложная ситуация. И несмотря на то, что проведены работы, энергосистема достаточно ветхая, она достаточно тяжелая. И, конечно же, мы как структура готовы к прохождению зимних максимумов. Но, тем не менее, это не говорит о том, что не будет аварийных ситуаций. Для того, чтобы избежать этих аварийных ситуаций, в первую очередь нам нужно каким-то образом стараться экономить. Это не значит отключать, да, тепло в доме и так далее, но не включать те приборы, которые не обязательно должны быть включены в том или ином домовладении. Это касается в том числе и коммерческих структур, коммерческих организаций. У нас существует 3 системные проблемы по высокому классу напряжения. Первая системная проблема, она связана с водой в Джварском водохранилище. То есть потребление Абхазии зачастую, если зима у нас холодная, оно выше, чем выработка Ингургэса и перепадной ГЭС в зимний период. В связи с этим вода спадает, и когда она приходит до определенного уровня, возникает риск остановки Ингургэса. Вторая системная проблема – это доставка электроэнергии по магистральным линиям. У нас фактически 3 линии магистральные, которые снабжают Республику Абхазия. Одна из них снабжает Гальский район, вторая снабжает Ачамчирский, Гулерипский и часть города Сухум, а третья линия снабжает остальные 70% территории Республики Абхазия. Все эти линии, они не дублируются. То есть это условно одинокие линии, которые у нас идут в перегрузе. Они у нас перегружаются.
Соответственно, чем больше мы экономим, тем меньше аварийность на этих участках. И третья системная проблема, у нас есть подстанция Бзыбь, от которой зависит энергоснабжение всего Гагарского района и половины Гудаутского района. Она у нас тоже перегружена. Те трансформаторы, которые стоят в пиковые нагрузки, мы по сути их перегружаем. А возраст трансформаторов порядка 40-50 лет. И естественно, если случится форс-мажор, этот форс-мажор будет иметь катастрофические последствия. Это что касается высокой стороны, как мы говорим в быту. Что касается распределительных сетей, то есть люди, которые снабжаются с тех линий, которые опять же тоже перегружаются, на них тоже происходят аварии. И естественно, мы как скорая помощь, вы знаете, вот Израиль в силу своей ситуации политической, у них очень часто происходят какие-то там проблемы, да, в плане безопасности. И считается, что у них скорая помощь, она чуть ли не на самом высоком уровне. Вот наши структуры аварийные, вот их можно сопоставить с израильской скорой помощью, потому что за такие периоды времени вряд ли какая-то энергосистема в мире может проводить работы и подавать электроэнергию до абонента, потому что мы в вынужденной ситуации находимся. И, конечно, структуры, они доведены до автоматизма. Аварийные службы, аварийные структуры, аварийные цеха и так далее, и так далее. И, конечно, мы можем заверить о том, что вне зависимости от того, какие ситуации будут происходить, мы будем максимально мобильно решать эти вопросы. Но, опять же, очень многое зависит от нас. И очень многое зависит от нагрузок. Насколько мы знаем, когда нет никакого выхода и действительно на устранение какой-то аварии требуется больше времени, российская сторона предоставляет нам переток. Вот расскажите об этом. Вы знаете, как часто будем прибегать к этой мере? Для нас самым важным вопросом является именно уровень воды в Джварском водохранилище. Потому что в случае, если наши нагрузки будут достаточно высокими, у нас может возникнуть дефицит электроэнергии. Потому что Ингургес не сможет выдать то количество электроэнергии, которое нам нужно. Соответственно, возникает вопрос о перетоке. И, конечно, в этом случае система взаимодействия, она следующая. Наше правительство, наше государство обращается к Российской Федерации для того, чтобы компенсировать ту часть электроэнергии, о которой идет речь. Это все стоит денежных средств. Это все стоит денежных средств. К сожалению или к счастью, Черноморэнерго к этим договоренностям не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, значит, международные тарифы, они бывают совершенно разные в зависимости от времени суток, сезонности и так далее, и так далее. Но скажу вам так, что меньше, чем за, грубо говоря, за 2,5 рубля оптовой цены на этом рынке нет, ее не существует. Вот теперь давайте соизмерять. Если оптовая цена, предположим, 2,5 рубля, а у нас здесь стоит усредненный тариф порядка 40 копеек, где брать деньги? При этом эти 40 копеек мы тоже собрать не можем. И обычно это происходит за счет средств инвестпрограммы. Очень многое зависит от нагрузок. И нагрузки у нас увеличиваются как из-за погоды. Да? Мы надеемся на то, что, конечно, зима будет тоже достаточно теплой, но она может быть и суровой. И в том числе нагрузки появляются посредством новых технологий различных, с которыми мы как-то сейчас в последнее время столкнулись и пытаемся отрегулировать этот вопрос. Вот, кстати, об этих новых технологиях, которые появились, и появились не только в мире, но и как-то затронула и нас Абхазию, я имею в виду майнинг. Майнинг – это такой процесс, при котором добываются биткоины и какие-то другие, может быть, криптовалюты. Вот как процесс майнинга влияет на энергообеспечение нашей страны? Вот что вы можете об этом сказать? И есть ли какие-то запретительные меры, о которых вот шла речь на встрече с президентом, и насколько эти меры вообще законны, есть ли вообще такие рычаги? Дело в том, что развитие систем блокчейна, значит, размещение криптоферм, криптовалют, я не являюсь специалистом в этой отрасли. Но основным источником, скажем так, функционирования этих объектов является как раз электроэнергия и электроэнергетические мощности.
И, к сожалению, большому, данный вид деятельности, он потребляет очень много электроэнергии, огромное количество электроэнергии. И в силу того, о чем мы сегодня с вами говорили, да, получается, что и так в перегруженную сеть мы получаем еще больше перегруз на наше ветхое оборудование. И здесь возникает вопрос. Вот представим в примере Абхазское село. И на Абхазское село мы можем условно довести до Абхазского села порядка 100 киловатт электроэнергии. А рядом, там же, в Абхазском селе, предположим, размещена криптоферма, которая потребляет тоже 100 киловатт. Но при этом эта криптоферма вовремя платит по тарифу коммерческому, она платит не 40 копеек, а 85 копеек. А наши жители, даже 40 копеек не все платят, да, то есть платят как могут. При этом выбор. Вот как вы считаете, вы кому дали вы электроэнергию? Криптоферме или все-таки жителям? Ну, конечно, жителям. Ну, такая же позиция и у нас. Потому что вот такая ситуация у нас по всей территории Абхазии. К сожалению большому, наша электроэнергетическая система не способна довести электроэнергию до потребителя с учетом таких нагрузок. Если мы хотим довести электроэнергию до обычного человека, чтобы он был в тепле и в светлом помещении в зимние периоды времени, мы, конечно, должны ограничивать криптомайнинг, криптоферму. Я бы хотел в продолжение сказать следующее, что до встречи с президентом, о которой вы знаете, на площадке у президента было проведено совещание по этому вопросу, и достаточно жестко был поставен вопрос в адрес всех нас и силовых структур в том числе, разобраться с этим вопросом. И был обсужден вопрос о введении нормативно-правового документа, который будет регулировать эту деятельность, этот вопрос. Что будет в этом документе, пока рано говорить, потому что это, опять же, не РУП Черноморэнерго будет этот документ готовить, но тем не менее с технической стороны, конечно, мы будем участвовать в этом. Мне сложно говорить о том, насколько это распространено, потому что есть объекты, которые мы выявляем, а есть объекты, которые мы еще не выявили. То есть есть и нелегально подключенные объекты, их немало. Чтобы, опять же, было понимание, в 2 дня один раз мы находим какую-то новую ферму. Вы понимаете, что это колоссальные нагрузки, и обязательно с этим вопросом нужно что-то решать. Потому что выбор стоит следующим образом. Либо наши люди, наши граждане будут оставаться с электроэнергией в зимний период времени, не только в зимний период времени. Спасибо. Если вернуться к ситуации на Джварском водохранилище, какую вы ее прогнозируете в этом году? Потому что, насколько вот я поняла из нашей беседы, как бы и раньше знали об этом, во многом ситуация зависит именно от этого у нас с энергоснабжением. Вот что вы можете сказать? Вы знаете, сегодня уровень воды в Джварском водохранилище держится фактически на одном и том же уровне несколько дней. На сегодняшний день 65 кубов в секунду воды поступает в Джварское водохранилище. Вопрос, опять же, лежит в плоскости погодных условий и в плоскости дополнительных нагрузок на сеть. Чем больше мы забираем электроэнергии в этот период времени, мы сейчас говорили о майнинге, майнинг забирает это количество электроэнергии в том числе, тем меньше воды становится в Джварском водохранилище. Соответственно, если будет такое резкое похолодание и зима будет достаточно суровой, существует риск того, что этой воды не хватит для того, чтобы пройти зимний максимум. В этом случае мы, как и обсуждали, будем говорить, наверное, о перетоке и обращаться в государство для того, чтобы они регулировали эти вопросы в рамках взаимодействия с российской стороной. Если зимний период окажется достаточно теплым, как у нас произошло это в прошлом году, мы тоже ждали того, что воды может не хватить, но тем не менее пошел паводок, достаточно ранний паводок, и наполнил Джварское водохранилище, и мы достаточно спокойно прошли этот период времени, тогда дефицита не возникнет. Но опять же, здесь вопрос в первую очередь в регулировании, предположим, этого направления, о котором мы говорим. Во вторую очередь, все-таки каждый гражданин, когда мы часто о энергетике говорим, и говорим, по-моему, очень много лет, и до меня говорилось, что нужно экономить электроэнергию, когда мы выключаем какой-то прибор, который не нужен,
Представьте, что выключает не один человек, а выключает очень много, тысячи людей на территории Абхазии. Тогда это действительно экономия. И действительно это дает нам возможность всем вместе остаться в человеческих, нормальных условиях со светом, с теплом в доме. И третий вопрос — это, конечно, работа наших служб. Те работы, которые мы провели, мы, конечно, с уверенностью можем говорить о том, что мы достаточно квалифицированно и хорошо, и в большом таком объеме проводим эти работы. Каждый раз готовимся, по сути, к пиковым нагрузкам, к летним и к зимним. И скорость, конечно же, нашей работы. Как предполагается отстаивать такой принципиальный вопрос, энергетическую безопасность нашей страны? Вот от чего она зависит? И что в этом плане зависит от предприятия, что зависит от государства, что зависит от самих людей? Энергетическая безопасность государства является одним из китов, на которых стоит само государство. Что касается роли тех, скажем так, государства, населения и непосредственно эксплуатационщиков, давайте скажем следующим образом. Государство — это те, кто определяют политику в энергетической безопасности. От них зависит очень много. От них зависит регулирование этих процессов, контроль за этими процессами и определение политики. Поэтому мы работаем. Вы знаете, что был принят и закон об электроэнергетике и так далее, и ряд нормативно-правовых актов тоже поданы. Мы надеемся на то, что они будут приняты в ближайшее время для того, чтобы регулировать эти процессы. Бесспорно, когда-то там тариф поднимется, да, но здесь нужно очень гибко подходить. Предположим, там, для населения, это в том числе и позиция президента Республики Абхазия, для населения не поднимать тариф, но, возможно, пересматривать каким-то образом тариф для коммерческих наших организаций. Нужно субсидировать эту отрасль, нужно обязательно бюджетировать эту отрасль для того, чтобы, ну, как минимум, тех денежных средств, которые попадают в данном случае в РУП Черноморэнерго, было достаточно для проведения дополнительных работ. Это дополнительные работы, которые обязательно нужны. И если их не провести, это будет приводить к коллапсу на тех или иных территориях Республики Абхазия. Что касается населения, это тоже очень важный вопрос. Населения и юридических лиц. Наверное, самая главная задача — это проявлять гражданскую позицию. Гражданская позиция заключается в следующем. Платить за электроэнергию, как полагается. И второе, когда происходят пиковые нагрузки, это обычно вот в зимний период времени, экономить эту электроэнергию. Ведь от этого зависит именно их ситуация в доме. Это посредством того, что человек не платит за электроэнергию, он вредит не только энергоотрасли, он вредит сам себе. Вот это, наверное, нужно понимать. Что касается РУП Черноморэнерго, это правильным образом распорядиться финансовыми средствами, брать на себя обязательства, программные обязательства и реализовывать все те задачи, которые они берут на себя в рамках строительства новых объектов, в рамках капитальных ремонтов, в рамках контроля, в рамках реализации очень большого пласта работ и очень большого пласта функционала, который на нас лежит. И в этом отношении мне сложно говорить за первые два пункта, но за третий пункт могу с ответственностью заявить, что мы это выполняем в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Благодарю вас за интервью. Удачи вам в этом сезоне, во всех последующих. Всего доброго. Удачи всем нам. До свидания. Круглый стол по правам человека пройдет в понедельник, 10 декабря в Национальной библиотеке. О работе, которая ведется в этой сфере, и о задачах, которые стоят перед Институтом защиты прав человека в республике, расскажет омбудсмен Асида Шакрыл. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.